Приветствую в студии телеканала Якутия-24. Это программа News on Air, и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня я расскажу вам о том, как прошло закрытие фестиваля «Территория Якутск», как попасть на юбилейный Исэ Халанхо и о многом другом, минувшем в республике за последние часы. Закрытие фестиваля современного искусства «Территория Якутск» состоялось накануне. В честь этого события в Театре юного зрителя представили спектакль «Хроники безумия» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя. С этим спектаклем театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон» на фестивале театров Сибири и Дальнего Востока. Кроме этого, артисты театра вернулись с больших гастролей в Москве и Сыктывкаре, где успешно представили свои постановки «Камень счастья» и «Король Беранже». Этот спектакль у нас поставлен в прошлом году по школьной программе, и мы прислали на территорию фестиваля «Территория», они и заняли первое место, что нам очень радует. Ну, «Хроника безумия» мы поставили для детей, для подростков, потому что это по школьной программе, да, и очень много зрителей бывает, и дети очень понимают. И даже последние месяцы сами школьники и учителя хотят этот спектакль посмотреть, много заявок, и поэтому очень хорошо мы для детей играем этот спектакль. Между тем, финальная постановка фестиваля прошла на сцене Саха академического театра. Якутскому зрителю представили музыкальный спектакль «Эбеновая кожа» при участии заслуженной артистки России Юлии Пересильд и мультиперкуссиониста Петра Гловацких. Постановка на стихи Николая Гумилева погрузила зрителей в мир Африки со всеми его загадочными парадоксами. Люблю арт-директором-то я стала не так давно, а фестиваль-то я люблю очень давно. И я тоже была участником, в том числе, фестиваля самого первого «Территория». Это колоссальный опыт, и это не просто опыт для зрителей, но еще и, когда проходит наша школа, например, это еще и студенты приезжают, и это еще и обучение в том числе. Есть повод вернуться, и надо придумать еще один фестиваль обязательно, и обязательно вернуться, но подольше уже. Сразу две короткие рабочие недели ожидают якутян в июне. В честь Дня России будут отдыхать 3 дня подряд с 11 по 13 июня. Выходные с субботы по понедельник включительно. Также день национального праздника Исэх, который отмечается 21 июня, установлен как нерабочий праздничный для работников органов государственной власти и государственных учреждений Якутии. Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы местного самоуправления, организации иных форм собственности вопрос предоставления выходного решают самостоятельно. В Нерюнгри в июне месяце свои двери распахнут 19 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и детских школ искусств. А 15 июня начнется первая смена в загородном оздоровительном лагере «Мужество». Лагере Нерюнгринского района примут за 2 летних сезона более 1500 детей. Накануне в атмосфере веселого праздника прошло открытие первого сезона в детском лагере дневного пребывания «Галактика». Лагерь дневного пребывания «Галактика» включает в себя 11 образовательных учреждений. Будет организован досуг детям с 1 по 6 классы. Всего около 500 человек. Каждый отряд расположен на базе своего образовательного учреждения. Питаются они на базе 2 школ – ИТЛ-24 и школа номер 15. Состав педагогически очень квалифицированный, я бы сказала. Более 40 человек – это в основном учителя. Ну и также, конечно, студенты подрабатывают вожатыми, но очень качественные педагоги. Лагерь «Галактика» – это совместный проект Управления образования и Центра культуры и духовности имени Пушкина. Время пребывания в детском лагере обещает быть насыщенным и увлекательным. Это общение со сверстниками, развлекательные конкурсы, спортивные состязания, викторины, игры. Обычно к нам детки приходят 2 раза в неделю. Мы для них устраиваем часовые развлекательные игровые программы. Они всегда могут быть посвящены разным событиям. Это оговаривается как с вожатыми, так и мы, наши режиссеры центра, делают свои предложения. Но цель какова? Чтобы детям было весело, интересно, чтобы они после каждого мероприятия вынесли какой-то
В общем, ребятам скучать не придется. Они готовы окунуться в жизнь лагеря и ожидают от летнего отдыха только самое лучшее. Я хочу проводить время в лагере с пользой, то есть гулять с друзьями, веселиться. Ну, может, отдохнуть где-то. Ну, я хочу познакомиться с всеми друзьями, играться, всем это. Мне уже все нравится. Завести новых друзей и отдохнуть от учебного года. Штат работников детского лагеря «Галактика», включая воспитателей и вожатых, врачей и поваров, сделает все, чтобы летний отдых детей был полезным, комфортным, интересным и радостным. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. 9 июня отмечается Международный день друзей, а лучший друг человека – собака. Но собаку нужно еще и правильно воспитать. Как говорят кинологи, не бывает необучаемых собак, бывают ленивые люди. Наша коллега побывала на занятиях в щенячьей школе и расскажет, как проходит дрессировка щенков и как мотивировать собаку к обучению. Скромная Эмма, дерзкий и хитрый Агат, неуправляемая Дуся и любопытный Ричи. Казалось бы, что объединяет этих разнопородных? Конечно, щенячья школа. Такие занятия, говорят кинологи, основа основ, равна нулевому классу в школе у ребенка. Закладываются все основные навыки, закладываются навыки в хозяев, как это дальше правильно, что делать, и потом уже по нарастающей мы отрабатываем и усложняем. Заниматься нужно с любой собакой, породистая, беспородная, большая, маленькая, без разницы. Это воспитание собаки. Вам жить потом в социуме, вам как-то с этой собакой управляться. Хотите жить хорошо, расслабленно и в удовольствии с собачкой, значит, воспитайте. Здесь хозяева воспитывают не только собак, но и самих себя. Найти контакт, научиться общаться, правильно взаимодействовать и, главное, умение управлять своим любимцем – огромная работа. Дрессировать нужно и себя, любимого. Она вообще больше не управляемая, мы ее учим, а она ничего не хочет. Приходится сюда ходить, чтобы ее подрессировать. Дрессировка всегда важна для этого, чтобы она слушалась на улице, также дома. Ну и сказали, второе занятие уже, да, вот есть какие-то уже результаты. Да. Ну, у нас начала получаться первая команда, получается, главное ко мне и рядом. Вот. И сегодня мы еще нового учили, сидим. Ну, стараемся. Мы ходим 1,5 месяца. Ну, собака более-менее стала управляемая, все равно слушается. Конечно, приходится очень много. Он хитрый же, это же дети. Да, ну, растем. Ну, в первое время было сложно, потому что он не понимал, не знал. Потом привык. С твоим упорством, да? Да. Собака приучается выполнять команды именно через общение. Это фундамент. Если животное не возжелает общаться со своим хозяином, такого зверя будет очень тяжело приучить к послушанию. И наоборот, общительная собака быстро и с удовольствием всему научится. Собаки те же самые дети, вот щенки те же самые дети, только они не разговаривают. Они все показывают эмоционально, но не разговаривают. Поэтому что заложите, то получите. А теперь взгляните на своего питомца. Если он кусает людей, гоняет кошек, не слушается и не понимает, все эти беды не его проблемы, а в первую очередь ваши. И помните, возраст собаки не приговор. За что любишь Дусю? За то, что она хорошая, она у нас. За то, что она нам досталась хорошей, милая, ласковая. Ну, это все, это моя маленькая крошечка. Да. Катерина Винокурова, Григорий Николаев, Якутск. К этому часу все, ну а я продолжаю следить за самыми интересными событиями туризма, быта и традиций Якутии. Встретимся в следующих выпусках News on Air. Всего доброго!